Кенембай. Преодоление. Посвящается памяти Кенембая Кожабекова. Напишут потом, не забудут, что гордым я был, не роптал, тулпаром я мчал мимо будней, узду на седло не менял. Вся жизнь, что легендой овеяна, стрелою летит в высоту. Там время отпущено вечностью для тех, кто стоит на ветру. Судьбою, как клятвой указано, нам предков святых возлюбить. Есть такие люди, когда вспомнишь о них, происходит очищение души. В порядок приходит мыслительная система. Благодаришь при этом судьбу за то, что она наделила тебя возможностью встретить их на своем жизненном пути. Кенембай ага такой человек. Я бы сказал, что он любящий свой казахский народ человек. Сохраняя его в памяти народа, мы придаем силы к пониманию своего народа. Мы ощущаем при этом чувство возвеличивания своей национальной сути. Память эта придает силу понимания сути своего народа. Сильной нацией себя ощущаешь. Ұзақ өзінің ұлттық сана сезімі, ұлттық сол санасында сақтай білсек, біз сол әлсіз халық болмаймыз еш уақытта, мықты ұлт боламыз. Заметные следы. Родился я и вырос в Ахсенгире, близ Алматы. Детство нашего поколения было нищенское. Голод и холод. Помню, как умерли бабушка и братишка. Никогда не забуду. В 1937 году пошел в 1 класс. Об успехах в учебе не могло быть речи. Все мысли о том, чтобы поесть. Разве что азарт детских игр перебивали их. Книг и письменных принадлежностей не хватало. Домашних хлопот было много. Днем сбор колосьев на поле, работа на бахче, сенокос. От изнемождения шла кровь из носа, и мы падали с ног. Редко, да и то ночами брали в руки книгу. Меня взял на воспитание брат моего отца, дядя Молдан. Можно сказать, усыновил и спас от голодной смерти. Вечерами очень хотелось читать. Однако непременно звучала команда: «Тарванец, спать! Керосин кончается!» Когда началась война, мне было 13 лет. Дети помогали взрослым во всем: на сенокосе, на сборе урожая. С нетерпением ждали сообщения Совинформбюро. С молчаливым напряжением слушали фронтовые новости. В 9 классе пришлось оставить учебу. В 44-м устроился на завод имени 20-летия Октября. Закончил курсы шоферов. Мне дали старую-престарую полуторку. Она с трудом заводилась. Диспетчер, девушка по имени Маша, не раз помогала мне вручную монтировкой заводить машину. Иногда забывал заливать бензин, и тогда оставался в степи один. И, как ни странно, эта полуторка вспоминается некой гигантской махиной. Молодость стихами окрыляет душу, все выше, выше увлекая ввысь. Молодость мечтами закаляет душу, у молодости познаем мы жизнь. Я и не мечтал об артистическом будущем. Тяга к подражанию была, но это же детство. Конечно же, я не понимал даже сути актерского искусства. Чаще всего после просмотра фильмов мы пересказывали содержание, обсуждали игру актеров. Однажды отец дал мне совет: учиться надо, получить образование.
Так, бродя по алматинским улицам, случайно забрел в театральное училище. Судьба. Сдал документы, прошел испытание. Радости не было предела, но отец осерчал не на шутку. «Не показывайся на глаза! В нашем роду не было шаманов. Я думал, ты вырастешь кормильцем семьи, будешь ухаживать, имя мое славить, а ты...» Отец отвернулся и ушел, не благословив меня. Этому есть много доказательств. Первое – это сам Кененбай. Природа справедлива и щедра для нашего народа. С первых фильмов «Алитет уходит в горы», «Девушка Джигит», он в себе нес безграничный дар природы. Я не удивляюсь этому, но в этом есть справедливый дар судьбы. В 20 веке какие только испытания не выпали на долю казахов. Думаю, что это возмещение природой, судьбой тех страданий, чтобы не исчез, а сохранил свое место. Для этого рождал таких сыновей, как Кененбай. Физическая сила народа прирастала с силой духа. В 1948 году в Алмату приехал знаменитый кинорежиссер Марк Донской и утвердил меня на роль комсомольца А.Е. в фильме «Алитет уходит в горы». Комсомол А.Е. рөліне мені таңдады. Ты Грена, сегодня большой торговый день будет. Я поймал 2 лисиц и дрался с волком. А ты убил его? Да, я убил его. Ты сильный, храбрый охотник, а не... Мне Чарли даст 2 ружья за лисиц. За каждую шкурку ружье. Мне ружье, тебе ружье. После этого фильма посыпались роли. В 1952 году режиссер Ефим Дзиган пригласил на роль Надира, секретаря великого Акына, в фильме «Джамбул». Фашистскую сапога. Вот что не отвечает вам. Кто они? Ленинградцы. Мне очень повезло с ролью Айдара в фильме «Девушка Джигит» режиссера Павла Боголюбова. Я ему бесконечно благодарен за уроки актерского мастерства. Это можно назвать началом моего удачного старта. Читаешь? Читаю. Интересно? Очень. Наверное, про любовь. Про любовь. После этого была роль Атабаева в «Беспокойной весне». Волнуешься? Да. Это очень хорошо. Свой первый шаг тракторист помнит всю жизнь. Нартая, «Мы из Семиречья». Карима в фильме «В ту ночь». Кененбай был в молодости огонь. Он вообще минуты не сидел. Это был вихрь. На бокс взяли. Руки у него были длинные, сухопарый такой. И реакция отличная. И он тренировался, все. А когда начались бои, он бросил это дело. Он говорит, я не могу в лицо бить человеку, даже на ринге. Кененбай ага еще при жизни превратился в легенду. Его каскадерские и актерские способности доказывали, как Создатель одарил этого человека особой силой. Мы пришли в искусство позже, но мы наслышаны об этом динамизме. Говорили, как он выпрыгивал с первого вагона и успевал запрыгнуть в последний вагон, купив все нужное. В жизни или в фильмах? В жизни. В 1958 году была декада, и вот по пути в Москву, молодые же еще. Сейчас можно об этом говорить, чего там только не хватало.
И вот он вытворял такие чудеса. Ай, Керимбай, болсаңшы деп. Сөйтсе бірінші вагонға барып, қарғып түсіп, ана киоскадан алатынды алып, соңғы вагонға қарғып мінеді екен. Кененбаймен мен енді Я с Кененбаем работала несколько лет. В то время театром руководила Наталья Сац. Много ролей он сыграл. Это был веселый человек, шутник. Душой он был очень чист. И вот такие, много таких случаев, когда он на охоте с друзьями поехал на охоту, но он не охотится, а поехали вместе. Вот они там охотятся, ему дали в ружье, в машине прямо так дали, он положил на стекло, ну, на дверь, и говорит, стреляй, вот там какая-то куропатка или что там бегала. Он говорит, я смотрел, так и не выстрелил, не могу. Сонда олар бір штос еді, штос ол мынау. Их было 3 друга. Идрис, Нурмухан, Кененбай. Как-то при встрече Кененбай мне: «Азике, хочу с вами поработать. В какой пьесе?» спрашиваю. «В Гамлете Шекспира», ответил он. Я об этом тоже думал. Сондай ойымды жүрген, сол Гамлетті ол ойнайды ғой. Подрезанные крылья. Я был полон светлых надежд. Снимался в кино. Вечером втроем с друзьями торопились в театр на репетицию. Сейчас они возмужали, стали известными артистами. До театра оставался 1 квартал, как нас окружила подвеселевшая толпа, будто стая черных воронов. Надвинулись на одного из моих друзей. Я заступился и вдруг почувствовал теплую струю по позвоночнику, потом дикую боль. Небо рухнуло, мир опрокинулся, я упал на снег. Через некоторое время открыл глаза. Рядом никого. Ну, наверное, я с уверенностью могу сказать. Я это знаю просто. Вот. Возможно, чувство горечи было. Горечи того, что вот произошло так, в результате чего вот он оказался в таком положении. Вот. Но злости или вот такой прямой обиды или затаенной, наверное, нет. Нет, не было. А тот, кто нанес этот удар, там, нож, для него это вообще, в общем, как-то, даже как-то абстрактно люди вообще. Он их не знал и знать не хочет, и вообще знать не желает. Наверное, так. Вот. Вопрос более важный, наверное, вопрос, а как вот 2 друга, да? И вот остался он там лежать один с ним. И его подобрали, увидели и подобрали, и то не сразу, говорит, он напился. Проходили. Он еще был в сознании, помню. А потом, когда сознание потерял, на какое-то время небольшое прошло, вот его подобрали и сразу поняли, в чем дело. Но тут, да, не было этого, не было злости, нет. Это даже не слово «простил», это не то слово все равно. Да, простил, но это не то слово. Это было другое, наверное. В чем оно состояло, смысл всего этого, отношение его к этому случаю. Это рок, это судьба. И люди здесь оказались вот так. Папа мне говорил, что здесь, в этой истории, нет виновных. Он включал и сюда, и этого
хулигана этого. түкке тұрмайтын адамдардың мен енді білемін енді олардың тегін тағы басқа тегі. Ну, ничего не стоящие люди. Я знаю их, кто они. Они покушались с ножом на нашего кумира, кого мы тогда боготворили. Хотя были еще детьми, мечтали быть похожими на этого человека. Можно сказать, что его лишили ног. Но какой была сила его духа? С одной стороны, судьба подвергла к испытанию человека, а с другой стороны, одарила его силой духа, как безбрежный океан. Это великий пример для нас. Народ, который имеет таких сыновей, он не случайный по своей природе. Это сильный народ, не теряющий своих прочных основ, способный найти правильный путь к своему будущему. Такие надежды вселяют память об этом человеке. Халық еш уақыт ол кездейсоқ халық емес, бұл нағыз өзінің негізін еш уақытта жоғалтпайтын және де болашаққа жол табатын халық деген сондай сенім туғызады. Кинага не любит рассказывать подробности трагического случая, потому что они наполнены обидами и переживаниями. О двух друзьях он предпочитал отмалчиваться. О тех недоумках с ножом стало известно быстро. Это были сын министра торговли того времени, его окружение. Они были накурены. Мучительные дни и месяцы начались 10 января 1960 года. Были доброжелатели в кавычках, которые говорили: «Все, конец Кенебаю, кончилось его восхождение в искусстве». Однако опытные врачи не дали упасть моим заветным планам в искусстве и вообще в жизни. Сначала встал на костыли, потом опирался на трость. Часто ко мне приходил кинорежиссер Султан Ходжиков. Он приносил разные книги. Тогда углубился я в чтение романа Николая Островского «Как закалялась сталь», в свое время бегло прочитанного мной. Новые силы прибывали ко мне. Стихи Абая и Мухагали зажигали огонь моей души. Не тоскую, что погасну, прошлое, что тлен, не горюю понапрасну, жизни путь, что плен. Ни к чему мне быть орлом, ни к чему мне кречетом, сохраню в роду своем имя человеческое. По всем медицинским показаниям отец не должен был ходить после этого ранения. Вот. А Султан пришел, это случай я сам помню, это было при мне. Хотя они закрылись, он ему сказал: ну-ка вставай, хватит валяться. Как-то так. Ты можешь ходить, ты должен ходить. И отец начал пытаться. Очень чудом, который ни один медик не мог объяснить. Я вот сейчас несколько подробно это говорю. Во время операции ему срезали 8 позвонков. И вот после этого он начал ходить. Когда я вконец был подавлен мыслями о том, что пути мои в искусстве закрылись, снова пришел ко мне Султан Ходжиков. Он пригласил меня на главную роль Бахаджана в фильме «Если бы каждый из нас». Сценарий был адаптирован под мое состояние. Члены худсовета были против его решения. Зачем мучить больного человека и съемочную группу тоже? На съемочной площадке я появился с тросточкой и, конечно же, почувствовал взгляды сомневающихся. Режиссер на всякий случай пригласил дублера. Чтобы спасти тонущего чабана, я, отчаянно хромая, бросился в воду. Нетрудно заметить, что попавший в воронку старик-чабан выходит из реки, поддерживая меня, а не я его. Жизнелюбие. И опять слег. Долго лечился. Началось ухудшение. Он перешел на тросточку, потом на костыли, потом на корсеты, потом, наконец, в конце концов, оказался в коляске, уже не мог совсем ходить. Не знаю, это, наверное, вот пройдя через это,
возникла эта такая привязанность просто, ну, не больше, чем сыновья, наверное, так. Выкарабкался и исполнил роль директора школы в фильме Абдуллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа». Мұның әкесі екеуміз дос болатынбыз. Соғыста да бір взводта бірге болдық. Көз алдында қатты жараланды. 10 жыл бойы кеудесінде оқ жүрсе де сыр берген жоқ. Потом роль ученого Тулигена в фильме «Сплав» Александра Карпова. Не болезнь страшна для человека. Страшна простая человеческая лень. Если нет ощущения полезности, если человек лишь двуногое существо, если вечерами он не может ответить на простой вопрос «Что ты доброго сделал сегодня?», вот что страшно и опасно. Я человек, лишенный способности реализовать свои мечты. Когда мне был 31 год, Азербайджан Мамбетов пригласил меня играть Чокана, потом Хлестакова в «Ревизоре». Планировали показать на казахской сцене Пер Гюнта, Гамлета. Мечтал сыграть роль Кунамбая. Ипсеннің кейіпкерлерін сахнаға шығармақшы болдық. Ол армандарым орындалмады. Кунамбайдың образын жасау да менің арманым. Однажды Шакен Айманов сказал мне: «Алдара Косе должен был сыграть ты». Я не смог сдержать слез. Да, на сцене я играл Алдара. О, мечты и планы мои. Но я не переживал и не буду переживать. Какую бы роль ни исполнял, я всегда старался оправдать доверие и надежды зрителей. А как эти роли давались мне, знаю только я сам. Для меня каждый день – это борьба за жизнь. Я стараюсь сохранять на лице следы улыбки. Улыбки не притворной, а настоящей. Лучшей радости, чем та, которая связана с преодолением трудностей, нет. Я искренне радуюсь достижениям своего Отечества. Можно сказать, живу этим. Он прошел через самые сложные испытания жизни. Тогда он показал пример, если хотите, казахского духа, способного сохранить человеческие достоинства, одолевающего все преграды, нашедшего свой путь, правильно ориентированного на высокие свои звездные цели, доказывавшего безграничность человеческого терпения. О, судьба, не покорюсь тебе, одолею я горе и страдания, скалой преградишь мне путь, миражом взойду, до мольбы на коленях не снизойду. Жизнь дается человеку один раз. Жизнь дается человеку один раз. Да, так сказал Островский. Ее не надо превращать в бессмысленное существование. Всю силу и мощь следует направить на созидание самого великого общего дела. В этом смысл счастья. В кино моим кумиром был гениальный Борис Бабочкин. Не поверите, Чапаева в его исполнении я смотрел в детстве раз 10. Өнердегі өз орнымды табуға осындай алып тұлғалы ұстаз адамдардың өнегесі үлгі болған шығар. В родной литературе мне были близки произведения Абая, Сүйімбая, Ильяса. В глубокие раздумья звали они, и волнующие ощущения вызывали стихи Пламенного, так рано ушедшего от нас поэта Мухагали Махатаева. Когда ноги уже не ходили, а душа блуждала в поисках истины, когда можно было легко потерять веру в себя, пришел Абдулла Карсакбаев. Он пригласил меня на роль зловещего бая Амиркула в фильме «Брат мой». Я согласился, желая не быть обузой для близких.
Сам смастерил для себя седло. А тут ведь не кто-нибудь, а сама власть просит вас. Но только для чего же бедняков обездоливать? Потом в роли Сырлыбая на лихом скакуне возглавил родовой кош в жемчужине казахского фольклора Кызжыбек. На роль такого важного персонажа пробовались 5 очень популярных актеров. Не скрою, против меня были все. Сможет ли выдержать больной Кененбай 2 серии? Киностудия может понести огромные убытки, беспокоилось начальство. Были люди и за меня. Так министр культуры того времени Ильяс Умаров сказал: «Если бы фильм снимали раньше, ты бы играл Тулегена, а теперь Сырлыбая сыграешь уверенно». Он пожал мне руку и пожелал успеха. И Султан был упрям, настоял на своем. Жарқыным, жат мінезіңді көрсетуші болма. Екеуіңнің көзге түскен ең бірінші бір материал, өздеріңіз білесіздер жақсы, елдің бәрі жоқтау айтып, зарлап жатқан кезі болды ғой. Первое, что было заметно, это стиль его игры. В кадре происходит народное горе. Там есть его монолог, где он тихо произнес: «Где жалболинцы?» Произнес, не форсируя голос, внутренним чутьем. Все в этот момент забывали о его физических страданиях, борьбе за каждый кадр. Так складывался образ Сырлыбая. Особый тип человека, отца Жибек, старейшины своего рода, человека, думающего о судьбе всего народа. Этим ценен этот образ. Создавая его, он совершал подвиг преодоления, добиваясь совершенства. Төскейді малымыз төсекті басыңыз қосылған жағалы байлар деп бірдеңелеп айтып береді ғой. Әр жерде тағы да сол мысқылдамай жағында сол мұңмен сол не дейді адасқан не дейді егізімнің сыңар екенсіңдер ғой деген сияқты. Соны ойлап мына материалдан көргенде мен мынау Кенекеңнің жағы мынау аяғы ауырып жүргені, оның жағы мынау аурумен арпалысып жүргені бәрі алда ұмыт болды. Енді көз алдымда мынау Сырлыбай образ шықты, көрдіңіздер ме? Перевоплар. Соны көргенде шынында да кәдімгідей адам өзінше басқаша бір сезінеді. Мінекей Сырлыбай, мінекей Жібектің әкесі, мінекей жаңағы мынау алтын шекті руының жаңағы басшысы, мінекей Сырлыбай нағыз дегенде мына даланың қазақтың елінің қамын ойлап жүрген адам, ол образ деген сияқты. Сондайды көргеннен кейін басқаша болып көрінді маған бұл кісі. Содан кейін мен қанша жүрдік жанында әрқашанда осыны ойлап жүрмін. Қандай күшпен, қандай төзімділік күште бар дегенде, осының бәрін жаңағы шыдап, осының бәрін жоққа шығарып, образды ойлап жүру, образды сомдау деген үлкен ерлік деп өзім ойлаймын. Большинство сцен этого персонажа происходили верхом на коне. Было очень жарко. Мне казалось, что бедной лошадке подо мной было тяжелее, чем мне. В конце дня она валилась с ног. Это была самая сложная моя роль в кино. На судьбу не обижался я, не покорялся ей безмолвно. О, жизнь, где еще яд для меня? И спью я с дыханием ровным. О причинах ухода матери Ильяс старался говорить без подробностей, поскольку и сам их не знал в полной мере. И чтобы отец не страдал, Ильяс взвалил на свои плечи все трудности, связанные с болезнью, и выполнил свой сыновний долг. И жена его, Фаима, заслужила много благодарностей от Кенага. Когда это случилось, это был 60-й год, мне-то всего было 9 лет, 2-3 класс. Я, конечно, многого еще не осознавал, не понимал. Мой отец для меня был героем, настоящим героем. Человеком мужественным и очень сильным. Может быть, не такими словами я все это в себе это чувствовал, но я понимал, мой папа сильный человек. Вот. К тому же и все эти разговоры, которые вот по этому случаю происходили,
И все, что удавалось мне услышать, очень сильное впечатление производило. Художник, настоящий художник, если он сильно во что-то верит, убежден в своих каких-то возможностях, в своем таланте, то как бы его судьба не расстреливала, она всегда попадает мимо цели. Попадает по ногам, по рукам, значит. Но враг не знает истинного места, где сосредоточена жизнь этой веры. А она сосредоточена в сердце человека, в его душе. И вот поэтому, как бы тебя не била судьба, значит, твоя неистребимая вера в искусство, любовь, в свой талант, в свое мастерство, она бессмертна. Режиссер Булат Мансуров поручил мне роль Батраша, антипода Ахана Сере. Несмотря на трудную экранную судьбу фильма, эта роль особенно дорога мне. Позже, в фильме Булото Шамшиева «Волчья яма» я исполнил роль Бабахана. Эти роли, Батраша и Бабахана, были адаптированы под меня, под мое состояние. Мейлінше бейімделген болатын. Бірақ екеуінде де өз қиындықтары болғаны рас. Ай-яй-яй, жалко мне резать такого коня. Я б за такого красавца целый косяк не пожалел бы. А ты уже аркан плетешь. Нет тебе его не украсть. Когда-то Саганай-бай на чужих поминках так делал. Забирал себе хорошего жертвенного коня, а убивал клячу. Главный распорядитель был у него слепой щенок, а у меня... Батраш-бай, вас зовет старшая жена Саганай-бая. Оставьте нас. Знаешь, перед смертью Сагинай велел мне сказать, что ты должен сделать. Вот его слова. Я собрал по степи голодных и бродяг и сделал их своими подданными. Ты держи их крепко. Жестоким быть не бойся. Смиренных корми, а мятежных казни. Есть у меня мятежник Атой. С ним я расправиться не успел. Ты казнишь его на тризне моей. И сделаешь это так. Пусть лучшие кони знатных гостей скачут в большой бойге. Тому, чей конь придет первым, отдашь голову Атоя. Сына же его отправь на чужбину, чтобы рос он без роду и племени. Не жалей волчонка, вырастет волк и отомстит за отца. Сделаешь все, как я велел, все будут знать, что меч Сагиная приняла сильная рука. Вот что сказал Сагинай. За что связали этих людей? Голодной зимой они отказались отдать скот хозяину и раздали его беднякам. Саганай-бая рука длинная. Хоть он и в могиле, а достанет своего врага. То одареннейший человек, ну просто во всех отношениях был одарен и физически, и духовно. И надо же ему такое тяжелое испытание выпало на его судьбу. И вот, кстати, его жизнь – это вот тот самый факт, момент, когда дух преодолевает физические вот сложности, тяжести жизни. И надо же вот как-то, вот он лишен был физических возможностей, а служил именно искусству, где требуется именно динамика движения. Вот это, и он, главное, не отступался ни в театре, где тоже движение нужно, ни в кино. И вот
до конца был пред. Ведь если он просто писателем был бы, да, художником, композитором, это было бы проще. Нет, он продолжал служить именно вот кинематографу, где динамика движения является основополагающим. Я думаю, что общество кинематографическое, во всяком случае, было на уровне его духа. И они не оставляли его в одиночестве. Они тоже пытались быть такими же вот, благородными, как он сам. И они снимали, несмотря ни на какие сложности его на пребывание в кадре. И вот это всегда, знаете, вот я думаю, многие помнят его из-за того, что как-то было сотворчество или взаимопонимание как его самого, этого вида искусства, так и кинематографистов, которые не отступались тоже. Они брали часть его беды, так называемой, случайной такой, но трагической беды на себя. Сені іздеп жүріп едім. Кеше маған Шәмшиев звондады, Фрунзеден деді. Мен әлгі Қасқырлар апамның... Однажды он нашел меня и говорит: «Вчера мне звонил Болот Шамшиев, утвердил меня на главную роль в фильме «Волчья яма». Ты должен мне помочь. Ты знаешь киргизский. Будем репетировать роль». Поехали к нему домой. Так почти неделю ходил к нему как на работу. Всегда открыта дверь. Один раз застал его над накатыванием лапши. Красиво это он делал. Я так удивился. Шутя, подпевая мелодию, он плел как девичью косу. Уйгурскими движениями растягивал их. «Садись, репетиция не убежит. Открой холодильник, доставай бодрящие». Я достаю. Мы вдвоем приступаем к трапезе. Так репетиция длится за полночь. «Ага, мне пора домой, а время уже за 2-3 часа ночи». «Да ты останься здесь», — предлагал он. Жаңағы кеспені ішеміз. Тағы бірдеңелер бар ғой, ана холодильниктен әкел дейді. Оны әкелем. Сонымен репетиция ұзаққа созылды да. Тым ұзаққа аға мен үйім барға деймін. Түнгі сағат 2-де 3-те кейде үйім бар ғой десем. Үйімге қаласа салсайшы осында дейді. Поэтому я только одного брал на Бабахана, у меня не было других Бабаханов. Вот. А потом, видимо, на студии уже знали мой характер. Пусть себе сам яму копает. Опоздал, гражданин начальник. Этим твоим обвинением сегодня грош цена. Годы меня амнистировали, годы. И свидетелей нет. Ну почему же, гражданин Шарипов? Есть кое-что и посвежее, и амнистия на эту вашу деятельность не распространяется. Вот ваша карта. На ней обозначены контрабандные тропы, по которым вы переправляли за границу драгоценности. Пометки сделаны вашей рукой, Баймарза. Ведь такая у вас была бандитская кличка в молодости. У нас были затруднения в работе с Кинога только в одном плане. Он настолько дисциплинированный артист, это артист старой закалки, поэтому он приехал уже заучив весь полностью текст. Полностью. Это был, конечно, для меня удар, так как я текст сочиняю на площадке. Мне очень важно, чтобы артист заговорил своим языком, чтобы у него текст ложился на него, потому что у каждого есть свои особенности. Вот. Тем более, когда я сталкиваюсь с другим персонажем, вторым, третьим, они говорят на своем языке. Надо, чтобы этот язык монтировался, понимаете? Потом же у него свойство его болезни было такая, что мы снимали в Андижане, и наша вот съемочная группа ехала в автобусе, наш автобус, и проголосовал один коллега, инвалид, на роликах таких, знаешь, на деревянной площадке. У него вообще ног не было, обрубок. И когда эта дверь водитель наш распахнул, он протянул руку, за поручень взял и вот так вот одной рукой рванул и влетел туда, на верхнюю полку. Я рот разинул от удивления и смотрю на Кинога, говорю:
так на него, так посмотрел, тот проехал, вышел. А потом уже, когда мы ужинали, я говорю: Кенава, а вот как это он без ног и без него? Он говорит: так дело в том, что у него же спинной нерв не нарушен. Просто ему обрубили ноги, а у меня нарушен. Когда снимали финальная часть, когда он на коляске катится, ведь мы же хотели дублера, и вообще я даже голову не брал, и категорически отказался его снимать. Но он просто уже, он вплоть до такого момента сказал, что ты меня очень обидишь, если я не снимусь. Я боялся, что мы покалечим, потому что это склон, и он по склону покатился, он вывалился, и мы все с ужасом стояли вообще возле камеры, и только один дубль, все. Я сказал: не-не-не, ни в коем случае, все, снимаем один дубль. Вот. Это, знаете, прекрасно понимал, это его лебединая песня, это возможность сделать такую глобальную роль. Вот. И эта роль получилась, она просто не могла не получиться. Потому что это человек, который всей своей жизнью, вот это вот, да, вот как айсберг бывает, там подводная часть, ту, которую невозможно рассказать, передать. Я только вот многие какие-то вещи знал, а съемочная группа не знала. Вот. Оказывается, тот человек, который был рядом с ним вот эту ночь, когда он должен спать, охранять его сон, он приводил женщин, пьянствовал, курил, подходил к нему, а он не мог спать, и он ему прямо так курил и в нос ему, в лицо дымом. Я был настолько... Даже сейчас я не могу спокойно это воспринимать. Это такая низость, подлость. Даже не дай Бог не приведи. Вот я не знаю, где этот человек, наверное, его тоже уже живых нету. Вот пусть его Аллах простит. Вот. Нет, ну, Кенава это... А что писать? Это величина, с большим достоинством. И чтобы там, вот, ой, я тебе спасибо должен сказать. Нет. У нас это было, знаешь, дружба двух людей. Я его любил, он меня любил. Я ему доверял. Величайшее уважение к нему испытывал. И это осталось, и останется, и со мной уйдет. Нет, это... Хозяин пишпека, а не, как вы погано выражаетесь, фрунзе. Не верю. Юнкер стоит на своих двоих, а ты безногий. Скотина. Ноги я в песках Каракума потерял. В 44-м бежал из лагеря особого режима в Туркмении. Вот 3 артиста, с которыми я имел дело. Первый это был Нурмухан Жантурин, с которым я снимался в «Зное». Второй, который я так и не успел снять, но хотел снимать, это Идрис Нугайбаев. И третий – это Кенава. Вот 3 великих казахских артиста, перед которым я уважал, перед которым преклонялся. И что мог, как режиссер, что-то сделать, я сделал. Скажите, кто стремился с поклоном, кто сердце мое на весах взвесил, и зловещий шрам на лбу моем, что взглядом холодным недоступен. Не сова я, от света не прячусь, соколом падаю, кровью залиты глаза. Что думают о своих ролях мои старшие братья? Когда здоровье позволяет, сажусь на белого скакуна, это я о своем ГАЗ-24,
и часто подъезжаю к историческому дому, дорогому моему взору, что на пересечении улиц 8 марта и Комсомольской. Там сейчас после реконструкции находится торжественный концертный зал. Но кто знает историю этого дома, он сохранится в его памяти. Своим теплом отогреет прохладу времени и напомнит, что здесь родился казахский национальный кинематограф, имеющий полувековую историю. Представляю, как ведут свой степенный разговор, сидя под мощными 3 дубами, корифеи театра и кино, старшие наши братья Калибек, Канабек, Курманбек, Серке, Елюбай, Шакен. Когда перед глазами встают эти великие таланты, я с волнением сравниваю свои работы с тем, что сделали они. Смог ли я стать хотя бы чуть-чуть похожими на них? Да. Много историй помнят стены этого замечательного здания. К тому же все-таки отец был неистребимым оптимистом. Я ему был необходим. Я его и сейчас, и всегда, и с детства, с малого детства, когда он еще был здоров, я его любил незабвенно. Я не знаю, как это по-другому сказать. Вот для меня это был главный человек в жизни. Вот эта вот судьба, которая ему выпала на его долю, она его сделала другим все-таки человеком, нежели он был раньше. Все помнили его, открытого к жизни и при этом так, живущего в лучах успеха, славы, там, всеобщего почитания, там, любви зрителей. Вот. Может быть, несколько так поверхностное такое ощущение жизни вот в этом состоянии этой звездности, что ли. А вот после всего этого произошло такое переосмысление. Я думаю, что вот последние там зрелые роли Кененбая, кого бы он ни играл, или эпизодическая роль какого-нибудь чиновника, Тратишь деньги черт знает на что. или какого-нибудь злодея, как Бабахани, да, или там брат мой, благородных, благообразных стариков. Вот во все эти роли он привносил вот все пережитое им за эти многие годы, пережитое через каждый день, каждый вечер, когда вопрос о жизни и смерти, а вопрос о смысле существования, вот, и не покидал его ни на минуту, я бы так сказал. Вот, мне кажется, что вот это постоянное ощущение присутствия смерти рядом с собой, ведь он же всегда, вот сколько я помню, отпускал себе, мне где-то осталось года 2-3. И вот за этот короткий срок, который он себе отпускал, он стремился делать неизмеримо больше, чем это вообще возможно. Вот отсюда такое отношение и к королям, и к самой жизни. Никогда не оставался без дела. Если вот нет ролей, он находил себя в телевидении. На телевидении тоже пауза. Он работал на радио. Өмір мәңгілік емес, несие деп айтқан екен баяғыда бір ғұлама. Жизнь не может быть вечной. Это дарованный человеку долг времени. Так, кажется, сказал один мудрец. У скакуна времени нет остановки. Вчерашний малый, сегодня уже взрослый гражданин. Завтра он мудрый Ахсахал. Взросление, восхождение и развитие, и угасание. Это время в действии. Анализируя эти этапы, думаешь, где мои обретения, а где потери? Возможно, даже крупные поражения. Самое главное, соответствовал ли я сути человека? Дотянул ли я до этого или нет? Знаю, это терзает каждого маломальски ответственно думающего человека. Прошедший день — это невозвратимый и дорогой миг жизни. Так что если он прожит безответственно, то надеяться, что восполнишь его, бессмысленно.
Отец говорил всегда, это мои ноги. Вот. Он меня носит на руках. Вот. Ну, так и было, да. Я был его ногами. Я скажу больше, когда Кубей, мой сын, уже начал подрастать, ему было там 4-5 лет, он от отца не отходил. Кубей, он, что? И бежит. Все что угодно. Носил ему завтрак туда, к столику у кровати. Ну, во всем помогал. Одевал его, потом научился. Когда сам научился, потом его одевал уже. Обувал, одевал. В общем, у нас как-то так вот так было. И это было, в общем, как-то по-настоящему. Это и создавало атмосферу в семье, наверное. Такой крепкой, дружной. А вот когда Фая пришла, дом стал центром притяжения, как Абдулла Карсакбаев с Нургиса, там, и прежде всего Султан Худжиков, который в сущности и вот после в 60-м году, который в сущности он заставил почти силой физической, резким таким мужским словом заставил его встать и пойти. Айналайындар, дорогие мои, прошло 28 лет с того времени, как я приковался к этой железной коляске. Зло одержало сокрушительную победу. Планам моим не было суждено сбыться. Но вы поймите правильно, в моей жизни нет места пессимизму, и я на это не имею права. Асуда деген фильм түсіріліп жатқанда жаңағы Волгамен шықтық. Қапшағайдың тұсына келген уақытта менің ұстазым өзі. Это было во время съемок фильма «На перевале». Выехали на Волге. Где-то проезжая Капчагай, Кенага нарушил правила, превысил скорость. ГАИ остановил с радостью, дал знак остановиться. Он с трудом остановился метрах через 20-30. Гаишник советской эпохи ждал водителя. Стоял как стоял. Время идет. Я смотрю то на инспектора, то на Кенага. Через определенное время гаишник медленно тронулся с места. Подошел и громко заголосил, что задница приросла, что ли, к машине. Тогда Кенага молча открыл дверь и показал на ноги. Если бы этим ногам вернулась жизнь, я бы перед тобой станцевал бы. Тогда тот, поняв, в чем дело, прошептал: «Простите, если можете, простите». Чуть не пустил слезу. Гаишники тогда смотрели же фильмы. Видно, узнал актера. «Дорогой, мы все путники в этой жизни, а тому, кто в пути, нужен заботливый взгляд». Закрывая дверь: «Ладно, братишка, не обижайся. Документы у тебя останутся?» Инспектор мельтеша вернул права. Я смотрел через задние стекла. Дорожный инспектор стоял как вкопанный. Мне показалось, что в его миропонимании произошел какой-то сдвиг. Кажется, он изменился. Біз жолаушымыз деді. Бәріміз де өмірде жолаушымыз. Жолаушыға жылғабақ керек деді. Сөйтті де есігін жауып жатып, жарайды інім, ренжіме деп, енді документ сенде қала бере ме деді. Міне аға деп ана кісі алып кеп берді инспектор. Ол да енді мына естелігіміз тыңдап отырса, ол кісі де есіне түсіретін шығар. Кененбай ата жүріп кетті. Кетіп бара жатып, мен машинаның артқы әйнегіне қарап тұрмын. Төбесінен тура біреу шоқпармен ұрып кеткендей, біз көз ұшынан кеткенімізше сол тұрған қалпында қатты да қалды инспектор. Өте қатты өмірінде өзгеріс болды деп ойлаймын сол жігіттің өзінің. К этому следует добавить его мироощущение. Это было настоящее гражданское, если хотите, гуманистическое, чисто казахское миропонимание.
казахского гражданина. Мы это должны помнить. Кейде дені сапсау біреулер болмашы сәтсіздіктерген алып, шаладай бықсып жүреді. Иногда я вижу, как здоровые люди, потерпев неудачу, начинают тлеть и дымить, как сырое полено. Тогда думаю, что бы я делал, если бы был здоров? Я молод, строен, руки, ноги целы, одеваюсь и выхожу на балкон. И, взмахнув руками и крыльями, улетел бы в поднебесье, и никто не смог бы остановить. Или, может быть, бежал бы по щербатым каменистым откосам, ухватившись за поручень летящего поезда, и денно, и ночно работал бы до изнеможения, до упоительного наслаждения от своего труда.